Добрый день, уважаемые жители автономии. На канале ГРТ программа «Диалог в студии». Для вас работаем мы, Валентина Чубан, и мой коллега, звукооператор Павел Арнаут. Об организации выборов в Гагаузии 2023 говорим сегодня. В нашей студии глава Центральной избирательной комиссии Яна Коваленко. Яна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Говорим о выборах и на данный момент о процессе организации выборов, назначенных на 30 апреля у нас в Гагаузии. Пройдут выборы Башкана автономии и депутатов Народного собрания Гагаузии от 2 избирательных округов. С 1 марта официально была запущена избирательная кампания. Вы с коллегами принимаете документы от претендентов в кандидаты. Мы с вами сегодня общались в 12 часов, и в рамках нашего новостного эфира вы сообщили о том, что есть 5 претендентов в кандидаты на пост Башкана, и 3 человека подали документы на должность депутата Народного собрания Гагаузии. Перечислите, пожалуйста, эти фамилии, и я знаю, что картина, возможно, уже изменилась. Чьи фамилии пополнили список возможных кандидатов? Пожалуйста, Яна Викторовна. Да, во-первых, хотела сказать вам спасибо за приглашение на вашу передачу. Действительно, с 1 марта начался период выдвижения кандидатов и на пост главы Гагаузии, и в 2 округа депутатов Народного собрания Гагаузии в Улканештах и в Чокмайдане. С 1 марта, в первый день, к нам обратились 2 претендента в кандидаты на пост главы. Это Додогла Николай Харламович и Узун Григорий. Они зарегистрировали свои инициативные группы. Центральная избирательная комиссия заседала, выдала подписные листы. И в тот же день, уже под конец рабочего дня, Николай Харламович Додогла уже собрал подписи и предъявил для проверки уже весь пакет необходимых документов для регистрации. Также зарегистрировали еще свои инициативные группы по сбору подписей Чемпаеш Сергей, Формузал Михаил Макарович и Кройтер Дмитрий Васильевич. Это уже на следующий день начала приема документов? Последующие дни уже, да. И вот коллеги мне сообщили, что сейчас где-то час назад подошел с документами о регистрации инициативной группы и Чернев Сергей. Что касается кандидатов, претендентов в кандидаты на пост депутата, какова картина к этому часу? Да, в первый же день взяли подписные листы для сбора подписей с округа номер 17 Чокмайдан. 2 претендента – это Ениогла Петр и Горелка Петр. Они взяли подписные листы и будут баллотироваться как независимые кандидаты. А с Вулканешт от партии ПСРМ выдвигается Савастин Михаил. Он тоже взял подписные листы и приступил к сбору подписей. Если говорить о выборах в Народное собрание депутатов, то уже для проверки вернул подписные листы и необходимый пакет документов Ениогла Петр. Один из 3, да, претендентов в кандидаты. Да. Сколько времени отводится на проверку подписных листов и в целом каким критериям эти документы должны соответствовать, Яна Викторовна? У Центральной избирательной комиссии есть 5 дней для проверки подписей, а также для проверки необходимых документов. Там целый ряд документов, которые нужен для того, чтобы был зарегистрирован кандидат. 5 дней на проверку, еще 2 дня для регистрации. После регистрации еще в течение 3 дней уже выдается удостоверение кандидата. То есть на всю процедуру уходит порядка 10 дней. Есть какие-то программы специальные, которые позволяют выявить фальсификацию данных в списках? К сожалению, нет. Как вы знаете, мы еще молодой орган. Я ожидала услышать ответ «да», если честно. К сожалению, нет. Знаете, как То есть это у нас вы нет специальной программы, да, мы делаем это с коллегами, что называется вручную, проверяем все 2-3 человека, озвучиваются фамилии и проверяется на повторы, проверяется, если подпись человека, который поддерживает кандидата. Также претенденты на пост главы, а также на пост депутата должны указать населенный пункт, где они собирали подписи. Если мы говорим о главе Гагаузии,
Подписи должны быть собраны в не менее чем 9 населенных пунктов, и при условии, что 75 голосов в каждом населенном пункте будут действительны. Исключаются повторы, исключаются те графы, где не очень разборчиво фамилия, либо адрес, либо не указан серия и номер паспорта. Для избирателей, которым исполнился на момент сбора подписей 2005 года рождения, не должны указать и день, и месяц рождения. Если указан только год, эти подписи тоже не засчитываются. Также на каждом подписном листе должна быть печать руководителя населенного пункта, то есть примара, в том населенном пункте, где были собраны подписи. То есть при проверке подписных листов важна максимальная сконцентрированность и внимательность ваша и ваших коллег. Да, также в подписных листах должна быть указана фамилия лиц, которые осуществляли сбор подписей. Если они не являются членами инициативной группы, то естественно, что эти подписи, там 30 подписей в одном листе, они тоже не засчитываются. Претендент в кандидаты имеет право на повторное заполнение этих подписных листов, если вдруг члены ЦИК выявили ряд нарушений и не засчитали их как действительные? К сожалению, нет. С того момента, как претендент на пост главы или депутат Народного собрания принес уже для проверки подписные листы, а также весь необходимый пакет документов, уже подписные листы не возвращаются и дополнительно не выдаются. Претенденты в кандидаты на пост депутата, они собирают подписи только в своем избирательном округе, так? Совершенно верно, да, только в своем избирательном округе. И тоже есть определенные требования по количеству, правильно понимаю? Или да, как это происходит? Необходимое количество для претендентов в депутаты Народного собрания, необходимое количество голосов от 100 до 150 действительных голосов. Спасибо. Я напомню нашим слушателям и телезрителям, что работаем мы в прямом эфире. Номер студии 249-60. Мы с вами будем готовы общаться несколько позже, примерно в 14:30. Скажите, Яна Викторовна, до какого числа желающие принять участие в предвыборной гонке могут подать документы в Центральную избирательную комиссию? Если мы говорим о выборах главы Гагаузии, то инициативные группы могут быть зарегистрированы только до 25 марта. Если мы говорим о так называемых самовыдвиженцев, которые сами, допустим, собирают подписи, да, без регистрации инициативной группы, то до 30 марта. Что касается выборов в Народное собрание, у них есть время до 21 марта для регистрации, для подачи документов, чтобы зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей. Сколько времени, как правило, и по закону должно пройти от момента обращения и подачи документов претендентам в кандидаты до его регистрации в качестве кандидата? Разные ли это дни, цифры в отдельности для кандидатов в депутаты, либо на пост Башкана? Нет, вы знаете, ограничений и временных каких-то рамок не существует для сбора подписей. То есть, если претендент, к примеру, пришел в первый день, зарегистрировал инициативную группу и получил подписные листы, то он может заниматься сбором подписей и вплоть до последнего дня срока регистрации и выдвижения кандидатов, то есть в нашем случае до 30 марта. Угу. И какого числа он будет зарегистрирован, получается, в качестве кандидата, если все соответствует нормам? Если все соответствует нормам, и он подал документы 30 марта, то у Центральной избирательной комиссии есть 7 дней для регистрации. Но и в этот промежуток времени, если это выдвиженец на пост Башкана, то, естественно, в течение 5 дней он еще должен, не позднее 5 дней, он должен сдать экзамен в лингвистической комиссии на владение гагаузским языком. То есть в первых числах апреля мы уже будем знать имена абсолютно всех зарегистрированных кандидатов? Да, Центральная избирательная комиссия после регистрации всех кандидатов принимает постановление о списке кандидатов, которые будут баллотироваться уже на тот или иной пост. Претенденты в кандидаты на пост Башкана проходят еще и лингвистическую комиссию на предмет определения того, насколько свободно они владеют гагаузским языком, такие требования закона. Сегодня вы с коллегами провели очередное заседание, определили даты для 2 претендентов в кандидаты. Скажите, как проходит это тестирование?
Какие требования к претендентам в кандидаты? Лингвистическая комиссия должна была подготовить, но я думаю, что они подготовили, я уверена в этом, тесты для кандидатов. Это устное тестирование? Это устное тестирование, письменное нету, но это тестирование проходит в 2 этапа, так скажем. Один этап – это прочтение текста, а второй этап – это речь на свободную тему в протяжении 5, 10, 15 минут. Все это будет проходить в зале заседаний Центральной избирательной комиссии на цокольном этаже. Там будут присутствовать только члены лингвистической комиссии и претендент на пост главы. Все это будет вестись, СМИ может участвовать в момент прохождения экзамена, сдачи экзамена. То есть допускается и запись, и прямая трансляция. Прямая трансляция, но в отсутствии самих представителей. То есть камеры будут установлены, трансляцию любое СМИ может организовать в прямой эфир, и на 3-м этаже, то есть в кабинетах Центральной избирательной комиссии, а по телевизору также будет транслироваться процесс сдачи экзамена. Члены лингвистической комиссии, они какие-то баллы, оценки выставляют претендентам в кандидаты? Как они определяют уровень владения гагузским языком в целом? Вы знаете, нормы избирательного кодекса, а также положение Центральной избирательной комиссии о деятельности лингвистической комиссии не устанавливает какие-то критерии, либо оценочные уровни. То есть рассматривается на предмет свободного владения. Владеет или не владеет. Если вдруг лингвистическая комиссия посчитает, что претендент в кандидаты не на достаточном уровне владеет гагузским языком, и вот их вердикт будет таким отрицательным, как поступите, как должны поступить вы с коллегами, Центральная избирательная комиссия? В течение 24 часов лингвистическая комиссия принимает решение о том, владеет претендент на пост главы Гагаузии гагаузским языком или не владеет гагаузским языком. Это решение направляется в Центральную избирательную комиссию для рассмотрения. И в том случае, если комиссия приняла решение о том, что претендент не владеет гагаузским языком, мы вынуждены отклонить данную кандидатуру, и мы не можем зарегистрировать его в качестве кандидата на пост главы Гагаузии. Даже если все остальные документы соответствуют. Спасибо. И о списках есть вопрос, Яна Викторовна. При Марии я знаю, что проводят сейчас работу по уточнению списков избирателей. Обновленные данные должны быть готовы до 1 апреля. Скажите, как сейчас идет эта работа? На данный момент в Центральную избирательную комиссию еще не поступило ни от одной примарии данных насчет списков избирателей. У них есть время до 1 апреля. Эта процедура производится ежегодно. Примары работают, то есть даже не примары, а советники обычно определенные специалисты, которые имеют доступ к базе данных, к регистру избирателей Республики Молдова. И уже на основании этих данных они формируют списки ежегодно и направляют до 1 апреля в Центральную избирательную комиссию. Спасибо. Вам с коллегами в ближайшее время предстоит решить очень много организационных вопросов, один из которых связан с образованием окружных советов. Скажите, как скоро они будут образованы? Согласно календарного плана, насколько я помню, до 11 марта Центральной избирательной комиссии подлежит уже образование окружных избирательных советов. Районные администрации уже предоставили списки в Центральную избирательную комиссию кандидатов, которые намерены включить в составы окружных избирательных советов. И на следующей неделе уже состоится заседание, где в повестку будет включен этот вопрос. Но, как правило, это те люди, которые уже принимали в подобного рода процессах участия, правильно? Которые знают, что такое выборы и процесс их проведения. И, как правило, которые имеют юридическое или хотя бы высшее образование. Это немаловажно, да? Это немаловажно. Подчеркиваете юридическое образование. Почему? Потому что окружные советы рассматривают жалобы, и для этого, я думаю, что нужно обладать определенной компетенцией для того, чтобы составить
чтобы рассмотреть жалобу, чтобы сопоставить ее с нормами закона и сделать проект решения по данной жалобе. ЦИК будет проводить определенные курсы для членов окружных советов, участковых избирательных бюро для того, чтобы рассказать обо всех тонкостях? Обязательно, да. Я пока не знаю, как это будет проводиться в 2 этапа, либо в 1 этап. То есть мы рассматривали такой вариант, что до того, как будут образованы окружные советы и участковые избирательные бюро, провести семинары для этих членов, для того, чтобы они знали, каким образом, каким количеством они принимают решения, каким образом они избирают председателя, секретаря, заместителя, и какие решения соответствующие и протокол, и как он должен быть сформирован. А в дальнейшем провести еще непосредственно уже перед выборами еще одни курсы для них, что касается уже тонкостей и моментов, именно которые происходят в избирательный период. И эти курсы мы будем проводить совместно с Советом Европы при их помощи. Потому что, к сожалению, Центральная избирательная комиссия на данный момент не имеет возможности оплачивать экспертов. И помощь финансовую в данном случае имеете в виду? Да. Сколько участковых избирательных бюро будет открыто в Гагаузии в день выборов? На прошлых выборах было открыто 66 участковых избирательных бюро. Я думаю, что сейчас будет такая же цифра. Угу. Ну, они тоже начинают свою работу за определенный срок до даты выборов. За 25 дней. Да, принимают заявления о голосовании по месту нахождения, либо какого рода другие заявления. Скажите, как граждане могут обращаться к членам участковых избирательных бюро? По каким вопросам? Ну, требования законодательства предусматривают определенные сроки, то есть граждане, которые точно знают, что не смогут в день голосования по причине болезни или по какой-то другой причине, не смогут явиться в участковое избирательное бюро для того, чтобы проголосовать, они могут обратиться за 14 дней, но не позднее дня выборов, предшествующего дню выборов, то есть это суббота, 18:00 часов. Они могут написать заявление в участковое бюро для того, чтобы в день голосования выехала урна, и они проголосовали на дому. Если он не может явиться, подать заявление, то это может сделать его ближайший родственник, либо он может обратиться в примарию для того, чтобы социальный ассистент помог ему в этом. Угу. А в день голосования до 15 часов могут подаваться подобного рода заявления. Тоже можно? Да, но уже заявление должно быть сопровождено справкой медицинской. Такое требование закона. Да. На башканских выборах можно голосовать не по месту прописки? На башканских выборах, да, можно будет. С так называемым, как мы говорим, открепительный талон. С момента формирования участковых избирательных бюро граждане могут обратиться в то участковое бюро, где у них есть прописка. По месту прописки они обращаются с заявлением, предъявляя при этом удостоверение личности, ему выдается открепительный талон, и в день голосования он может проголосовать на любом участке на всей территории Гагаузии. Также уже сегодня граждане имеют право проверить себя, свое наличие в списках избирателей? Сегодня еще нет. Еще нет. Но да. С момента формирования участковых избирательных бюро они формируются за 25 дней до дня выборов, но с того периода, с 20-дневного периода до дня выборов, конечно, да. Это необходимая процедура, правильно понимаю, если есть какие-либо сомнения, либо была изменена прописка, адрес прописки? Это не обязывающая процедура, но желательно это сделать для того, чтобы в день выборов не возникало каких-то вопросов и недоразумений, почему человека нету в этих списках, в основных списках избирателей, и чтобы они не голосовали по дополнительным спискам, хотя это тоже не является ошибкой, но лучше, конечно, чтобы избиратели воспользовались своим правом и в участковых бюро проверили себя. Также по поводу проверки себя в списках избирателей мы работаем над тем, чтобы опубликовать эти списки на сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии, и люди смогут проверить себя онлайн. То есть это будет общий доступ? Да.
Спасибо. Скажите, Яна Викторовна, есть ли ответ на вопрос, с каким порогом явки все же будут проходить выборы главы Гагаузии 30 апреля? Ну, на сегодняшний день уложение действует, в него не внесены изменения, поэтому уложение предусматривает явку 50% избирателей в первом туре голосования. И при соблюдении каких еще условий выборы будут признаны состоявшимися? Если будет явка, выборы признаются состоявшимися. И дальше уже остается лишь подытожить, и узнать результаты выборов. Если с первого тура набирает необходимое количество голосов претендент, то да, если нет, будет организовываться второй тур с 2 кандидатами, и уже в течение 2 недель после проведения первого тура. И по итогам этих выборов уже будет объявлен победитель. Спасибо. Предлагаю вернуться к уточняющим вопросам относительно рядовых граждан, которые примут участие в голосовании. Скажите, Яна Викторовна, что кроме паспорта при себе должен иметь избиратель? Только паспорт. Избиратель голосует на основании удостоверения личности, где указана прописка, либо временное удостоверение личности, временной формы. Когда будет утвержден тираж избирательных бюллетеней? После того, как списки будут направлены в участковое избирательное бюро, участковое избирательное бюро незамедлительно должны направить в окружные советы, окружный совет, в свою очередь, в Центральную избирательную комиссию тираж избирательных бюллетеней, и при этом еще дополнительно они должны указать, на каких языках и сколько заказывают они бюллетеней. То есть язык тоже может быть разный, да, с составлением бюллетеней, имею в виду? Да, у нас закон предусматривает, что избирательные бюллетени составляются на 3 языках, согласно нашего действующего законодательства, согласно закона забыла, как звучит этот закон. Но на 3 языках: на русском, на гагаузском и на государственном языке. В основном заказывается самое большее количество на русском языке, и на гагаузском и румынском там до 50 штук. То есть потребность в бюллетенях на гагаузском языке в тоже основном, все-таки да, есть. Но вы знаете, в день голосования, когда я сама голосовала, я не слышала на участке, чтобы избиратели просили бюллетени на каком-то другом языке, чем русском. Но если печатаются бюллетени на другом языке, значит, все-таки потребность есть. Я бы попросила на этот раз, кстати, 30 апреля бюллетень на гагаузском языке. Мне было бы интересно, на самом деле. Как могут исполнить свой гражданский долг лица, чье удостоверение личности с истекшим сроком действия? Центральная избирательная комиссия обратилась в агентство документирования населения, чтобы они обеспечили бесперебойную работу в этот день, и лица, у которых просроченное удостоверение личности, смогли обратиться для получения формы соответствующего образца, чтобы они смогли проголосовать. Кстати, как могут поступить лица, которые в день выборов, придя на избирательный участок, не нашли свою фамилию в списках? Если человек по какой-то причине не нашел себя в основных списках избирателей, то он голосует по дополнительным спискам. Спасибо. И как быть, наверное, тоже важный вопрос для наших избирателей, если вдруг случайно был испорчен бюллетень. Да, такая процедура у нас в законодательстве и в наших положениях предусмотрена. Если, допустим, избиратель проголосовал случайно не за того кандидата, за которого он хотел, или либо испортил бюллетень, он может обратиться к члену участкового бюро для того, чтобы ему выдали еще один бюллетень, но эта процедура может быть проделана только единожды. То есть избиратель не может 2 или 3 раза просить бюллетени. Все-таки стоит быть аккуратным. Да, и этот бюллетень, который он случайно испортил, возвращается члену участкового бюро, где на этом бюллетене проставляется печать «Погашен». Как голосуют те, кому в день выборов либо накануне исполнилось 18 лет? Кстати, по вашим наблюдениям, насколько активна на выборах молодежь Гагаузии? Вы знаете, мы, к сожалению, не можем вести такую статистику, опять же, из-за того, что у нас нету этой базы данных избирателей, и это, как говорится,
Не проводится такая статистика, к сожалению, хотя должна была. Но, может, личные наблюдения, Яна Викторовна? Личных наблюдений не было, но человек, который исполнилось 18 лет в этот день, он берет удостоверение личности и идет голосовать, как и все остальные избиратели. Если он не найдет себя в основных списках избирателей, может быть, ему накануне исполнилось 18 лет, либо за день, либо за 2 недели, и примарии не успели внести их в основные списки избирателей, то они смогут проголосовать по дополнительным спискам. Какие условия будут созданы для лиц с ограниченными возможностями? Вы знаете, из года в год и от выборов к выборам это очень большая проблема. Даже в период, когда не было выборов в прошлом году, мы участвовали в семинаре и специально ездили. Члены комиссии выбрали определенные участковые бюро, и нам выдали нормативы, которым должны соответствовать пандусы. Я выбрала одно участковое бюро, где, по моему мнению, оно вполне соответствует, то есть угол не более там 40 градусов, или даже не помню, или 30, требования. Да, есть определенные требования. И вы знаете, они не соответствовали по очень многим параметрам. И, к сожалению, у нас, если взять из всех 66 участковых бюро, я даже не знаю, к сожалению, на котором можно насчитать, где есть на самом деле соответствующие требования пандусы. Но все равно мы в каждый раз, когда проводим выборы, мы просим у органов местного публичного управления, чтобы они обеспечили пороги хотя бы временно установленными пандусами, чтобы они имели достаточную ширину для того, чтобы человек смог заехать на коляске, человек с ограниченными возможностями. И еще почему-то все забывают о мамочках с колясками, потому что им тоже сложно пройти на избирательный участок, если он не оборудован соответственно. И это тоже определенные препятствия. Ну, тут еще как-то можно выйти из ситуации, прийти с родными, попросить кого-то побыть с малышом на улице. Ну, это можно, да, но опять же мы это возлагаем на плечи избирателей. Да, это опять же личная ответственность. Я считаю, что так не должно быть. Для таких лиц уже, если мы говорим о самом помещении, где идет голосование, есть специально оборудованный стол, специальная кабина, где можно подъехать, допустим, на коляске, на столе устанавливается кабина, и человеку будет удобно. Также есть лупы для слабовидящих. Вот я хотела спросить, да, потому что вы до сих пор говорили о тех, у кого есть проблемы с передвижением, а для тех, у кого есть проблемы со зрением, тоже есть условия в каждом избирательном участке? В каждом избирательном участке, То есть эта мера, она соблюдена. И мы еще постараемся, не знаю, изыскать финансирование для того, чтобы в помещении, где проходит голосование, сделать специальную дорожку, обозначенную желтым цветом, для того, чтобы слабовидящие люди тоже могли увидеть, как передвигаться и пути от члена участкового бюро к кабине и потом к урне для голосования. Спасибо. Мы готовы общаться с нашими слушателями. Есть первый звонок в студию. Наденьте наушники, Яна Викторовна. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Иван Николаевич Бессараб, Кангас. Татьяна Викторовна, у меня вот такой вот вопрос к вам. Я сразу прошу прощения, если будет это не очень целесообразно. Но главное, будьте корректны, Иван Николаевич. Да, буду корректно. Вот вы все сделали для того, чтобы вот на этих выборах опять не были открыты наши участки до 11 часов, до 11:30. Все это вы уже все предусмотрели или нет? Чтобы у нас были законные выборы, потому что не были потом претензий. По мне, если я вам честно скажу, я 4 года не признаю Башкана. Почему? Потому что, на мой взгляд, были выборы незаконные. Я считаю, что я без Башкана жил 4 года. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, как нам, активистам, поработать так, чтобы наши списки были прочищены? Понимаете, дело в том, что лично я в прошлый раз, может, вы слышали, когда на депутатских выборах я нашел там уже и покойные души, и еще подобное. Как я могу пойти и проверить, правильно ли списки или нет? Спасибо. Благодарим вас, Иван Николаевич. Спасибо.
каких Спасибо за вопрос. случаях закон позволяет продлить работу участкового избирательного бюро? Значит, подобная процедура предусмотрена в избирательном кодексе. За продление работы участкового бюро отвечает не Центральная избирательная комиссия и не окружной совет, а само избирательное бюро. То есть, если они увидели, что если случилось какое-то происшествие, либо пожар, либо там большая очередь, и люди не успели проголосовать, либо такие обстоятельства, в которых невозможно проводить выборы и невозможно проводить голосование, то председатель участкового бюро выносит на комиссию этот вопрос, они голосуют за то, чтобы было продлено время Максимально насколько голосования, можно но продлевать? не более Елена 2 Викторовна? часов. Не более 2 часов. Да. Вы сказали о очереди. Очередь из скольки человек позволяет принять председателю участкового избирательного если бюро там решение о продлении работы на 2 так скажем, часа? столпотворение, и видно, что там действительно много человек, которые повлияют на явку, то я считаю, что необходимо дать возможность всем людям проголосовать. Если очередь небольшая, то участковое бюро может пригласить всех зайти внутрь на участок, закрыть участок, предоставить возможность этим людям проголосовать. Это будет законно, Это правильно будет законно, понимаю? конечно, да. Да. Решение о продлении работы участкового избирательного бюро, оно как-то документируется, правильно понимаю? Да, оно принимается на заседании комиссии участкового избирательного бюро. Это делается очень быстро, наверное, да? Думаю, что да. Вас должны ставить в известность об этом, как Центральную избирательную комиссию? Нижестоящие избирательные органы сообщают и направляют Центральной избирательной комиссии уже принято решение. То есть нижестоящие органы не координируют вопросы принятия решения, они самостоятельны в данных вопросах, понимаете? И второй вопрос Ивана Николаевича относительно того, как он может повлиять на то, чтобы списки были максимально верны и точны, списки избирателей. Ну, вы знаете, точность избирательных списков лежит все-таки на органах местного публичного управления. Этим должны заниматься операторы, которые имеют доступ к этим данным. И сейчас сложности в том, чтобы убрать даже тех же лиц, которые умерли со списков избирателей. В программе оно обновляется, то есть апдейт, понимаете, потому что не должен человек-оператор, который работает в Приморье, какие-то документы проверять для того, чтобы исключить этих умерших лиц из списков избирателей. Эти данные отображаются в агентстве документирования населения. То есть с того момента, как человек пришел и предоставил, зарегистрировал в агентстве документирования населения свидетельство о смерти, оно вносится сразу в базу данных избирателей. И оно автоматически оттуда убирает этих лиц. Благодарю. Яна Викторовна, Центральная избирательная комиссия, вы, ваши коллеги и мы, журналисты, во время избирательной кампании будем работать в таком тандеме. Будем часто видеться, чтобы предоставлять достоверную информацию и своевременную для нашей аудитории, для жителей, для избирателей. СМИ подают декларацию издательскую, да. И вы рассматриваете эту декларацию, принимаете решение относительно каждого средства массовой информации в отдельности. Скажите, сколько СМИ в Гагаузии будут освещать ход избирательной кампании? Кто уже получил такое право? Вы знаете, мы вчера на заседании регистрировали перечень подобных организаций, которые будут освещать выборы. Все наши постановления есть на сайте, в том числе мы зарегистрировали и декларацию ГРТ. На сайте опубликованы все наши постановления, и можете ознакомиться со всем списком. Не только вы, все избиратели и лица, которые так или иначе затронуты в избирательных процессах, могут наблюдать за нашей деятельностью на нашем официальном сайте. Сайт обновляется каждый день Каждый день, несколько раз в день, да, но еще активнее мы работаем со страницей на Фейсбуке, там более подробная информация. И быстрее более доступ быстрее, сам, да. Еще один звонок поступил в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, представьте, пожалуйста. Чадарлунга, координатор Владимир. Слушаем вас, Владимир Михайлович. Яна Викторовна, вот я в 2017 году лишился молдавской прописки. Скажите, пожалуйста, вот я
17-го года живу без прописки. Могу ли я вообще участвовать на башкирских выборах? Если я могу, то вот это по каким этим правилам? Потому что я как-то раз хотел поучаствовать в парламентских выборах. Сначала я пошел по месту жительства, меня отправили по месту бывшей прописки. И, короче, в итоге получилось, что ни там я не смог проголосовать. Спасибо. Благодарим вас. Без прописки, но с удостоверением личности, Да. я так понимаю. Вы знаете, для более точной информации я вас прошу, чтобы позвонили по горячей линии по телефону 20505 и уточнить этот вопрос. Скажите, Яна Викторовна, уже известно, какие организации будут наблюдать за ходом голосования в день выборов? Нет, к сожалению, на данный момент у нас еще нет такой информации. Из международных наблюдателей еще никто не заявил о желании наблюдать за ходом выборов, которые пройдут 30 апреля 2023 года. Но мы обратились в Центральную избирательную комиссию Республики Молдова для того, чтобы они разослали пригласительные, с тем, чтобы как можно больше наблюдателей иностранных имели возможность наблюдать за выборами в Гагаузии. Кстати, еще один вопрос у меня возник относительно работы журналистов в день выборов. Скажите, журналисты какими правами будут обладать в день выборов, придя на избирательный участок и обратившись к председателю за информацией? Значит, журналисты имеют право наблюдать за ходом голосования, присутствовать при всех избирательных процессах, но при этом не мешая этим процессам. Угу. Но они имеют право получить информацию, да, запрашиваемую. Конечно, да. Относительно явки. Относительно явки снимать ход заседания, но таким образом, чтобы избиратели были защищены согласно закону о доступе к персональных данных и да. доступе информации. Спасибо. Скажите, будут ли применяться технологии, позволяющие в режиме онлайн видеть проценты явки, а после закрытия участковых избирательных бюро результаты подсчета предварительного? Вы знаете, наши операторы сейчас работают над этим вопросом. Я думаю, что это будет возможно, но в любом случае каждые 3 часа я буду выходить в эфир и сообщать о ходе голосования и о явке. Каждые 3 часа? Каждые 3 часа. Спасибо. И, наверное, завершающий вопрос относительно эпидситуации, Яна Викторовна, потому как Министерство здравоохранения в последнее время сообщает об участившихся случаях заражения COVID-19. И если снова будут введены эпидемиологические ограничения, какие меры будут предприняты для того, чтобы минимизировать риски для здоровья голосующих и членов участковых избирательных бюро и ЦИК в целом, всех, кто будет принимать участие в этом процессе? На данный момент я могу открыто сказать, что мы к данной ситуации не готовы. У нас не профинансирован этот момент, поэтому для того, чтобы каким-либо образом среагировать на данную ситуацию, необходимы финансовые средства, необходимы средства для закупки масок, для закупки дезинфектантов, перчаток и так далее. Если ситуация ухудшится, мы будем просить дофинансирования в Народном собрании, в исполнительном комитете Гагаузии, для того, чтобы мы смогли приобрести все эти средства защиты и для того, чтобы привлечь к работе и в участковых бюро, и в окружных избирательных советах, и непосредственно с Центральной избирательной комиссии сотрудника, которая будет следить за данной ситуацией, как это было сделано на выборах в Народное собрание. Опыт проведения выборов в условиях пандемии есть и у Гагаузии, и у Молдовы в целом, да. Поэтому можно будет среагировать, но главное финансирование, правильно понимаю? Да. Но будем надеяться на то, что эпидситуация не ухудшится. Да, есть еще один звонок, не можем не принять. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Василий, село Конговщик. Слушаем вас. Вот в последнее время пошла такая мода, особенно на местных выборах, когда специально прописывают людей из других соседних сел. Ваш вопрос, пожалуйста. И они приходят на голосование, и я считаю это незаконным. Вы сталкиваетесь с этим вопросом? Благодарим вас. Спасибо. В этой ситуации такое может иметь место?
может иметь место. Мы такую ситуацию имели на выборах в Народное собрание Гагаузии, где в Буджаке, наверное, все уже об этом знают, прописались почти такое же количество населения, как и было до этого, да, в данном населенном пункте. Надо работать с кодексом. Вот что я скажу. Нужно вносить изменения, потому что мы готовили изменения, мы работали с Народным собранием летом, предлагали некоторые моменты. Их было, кстати, очень много, потому что кодекс был принят в 2015 году, сегодня у нас уже 2023 год. Время меняется, реалии меняются, законодательство меняется, и поэтому нужно успевать за временем. И я считаю, что кодекс нужно, все нормы кодекса необходимо пересмотреть. Реформы нужны. Нужны. Яна Викторовна, я вас благодарю за это интервью. Уверена, будем встречаться часто достаточно в нашей студии до момента, пока не узнаем имя нового башкана автономии и депутатов Народного собрания Гагаузии от 2 избирательных округов. Это Чокмайдан и 9-й округ города Вулканешты. Спасибо, благодарю всех за внимание, желаю всего доброго и до скорых встреч в эфире ГРТ. Спасибо, Валентина.